Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наш очередной выпуск о жизни собачьей. Как вы помните, спасенные недавно щенки с мамкой на передержке, очень временной до самолета. Самолет со дня на день. Щенки ожили, отогрелись. Вот, в общем, мы привезли крупу, рыбу, минтай, потому что спил мы не нашли, нигде нету. Крупу и рыбу закупили, откармливаются, ведь они только с виду в таком густом подшерстке, а внутри они худющие. И, как я уже говорила, их берет на попечение московская группа щенков. А вот мамку они взять не могут по разным обоснованным причинам. Итак, друзья, у нас мамка зависает. Мне неловко напоминать много раз, что я не беру сейчас никого. И тоже по понятным для вас причинам. Если честно, устаю от вашей же формулировки, куда столько наспасала. Поэтому очень убедительно вас прошу, друзья, заберите мамку себе. Ну, кто-нибудь, ведь она небольшая, до 18 килограмм, ласковая, красивая девочка. Стерилизацию обязательно оплатим. Друзья, есть у нас еще на планете добрые, ответственные, которые могут взять и второй, и третьей собачкой. Или остались только те, кто не может, кто советует, и те, кто смотрят, как я утонула. Откликнитесь, а? Но заберите ее, пожалуйста. Она готова жить и в квартире, и в доме. Я вас очень прошу, откликнитесь. Заберите мамку, ведь мы привезем, доставим, оплатим. Теперь о собачке из прошлого ролика, которую бросил хозяин при переезде. Очень многие просили, возмущаясь, выпустить ее хотя бы из загона, хотя бы с цепи, не понимая, что выпустив, она находится еще в большей опасности и уже не добудет себе еды и не придет соседка покормить. А завывание хасячьи по ночам не понравится близлежащим домам, которые еще живут там и бесконечно жалуются. Значит, жди отлов. А там всего 2 отлова. Серый, что привозят в ППЖ, где следы ее скоро пропадут. Понимаете, да? И черный отлов, который неофициальный. Вот они никуда не довозят. Они есть, но их нет. И следов не найти. Дорога на полигон или в крематорий отловленных ими животных. Итак, все-таки из вас кто-то докричался до местного человека, и собаку выпустили. И вот она бегает и воет, и всех раздражает. Я не понимаю такого спасения. Когда мой человек хотел поехать за ней, то кормилица сказала, что собаки нет. Утром была, а вот вечером исчезла. Знаете, вот даже если захочешь спасти по-хорошему, по-легкому, не получится. Побегай, поищи, покарауль, догони, найди машину, вызвони. И делай это все одновременно, находясь за 10 тысяч километров. Хотела бы я посмотреть на эту умницу, наверное, волонтером себя называющую. Ну да ладно, это не мой метод спасения. Итак, проделав определенные действия, пройдя эти препятствия, собаку отловили. Посадить ее только некуда. Будочку бы, а лучше 2, иметь для таких внезапных и срочных. И цепи нужны, и ошейники, и корм, и ожидание пассажира. И моя глубокая надежда, что эта собака на мне не зависнет, а полетит к доброму волшебнику-куратору, и моя миссия по ее спасению на этом закончится.
Ну и так как посадить девчушку на передержке некуда, пришлось срочно купить ей будку, которая всегда пригодится и другим спасенышам. Организовала ее доставку, а заодно, пока нашелся манипулятор, съездили и забрали ее родную будку тоже. В хозяйстве и она пригодится. Также сгоняли оперативно на рынок, купили ошейник, цепи и по мелочам. Все это стоит денег. Хорошо, что накануне купили еще сено, и вот еще одна душа спасена. Если спасать, то вот как-то так. Ну, а мне остается только благодарить всех вас, кто отзывается, переживает и помогает на тему «Кому нужнее». Такие темы у нас сыплются ежедневно. Ну и в завершение о щенке, спасенном в конце сентября Татьяной в Якутске. Щенков таких много бросается под ноги. Спасать или пройти мимо – всегда дилемма. Всегда люди торопятся, ни до чего, да и проблем много с ним. Передержать где-то что-то надо делать. Ну, думаю, случайно. Спасенная эта девчушка. Дважды сбегавшая оттуда, где передерживали. Дважды случайно найденная вновь. И это все в Якутске. И так далее. Вскоре эта девчушка прилетает в Москву. Пришлось снимать вот так. Идем потихоньку. Иди сюда, заходи, чтобы видно было. Господи, какие огромные собаки. Огромные собаки. Приют, ты такая хорошая. Боже, Ее должны были забрать сегодня. такая Отказались. хорошая. А через месяц ее позвали жить в Екатеринбург. Туда я еще не отправляла. Но мне очень понравилась женщина Алена, и раздумывать тут не пришлось. Ларочка, доброе утро. У меня нет слов благодарности вам. Спасибо вам большое. Вы мне такой подарок делаете. От чистого сердца вас благодарю. Спасибо вам большое. Мы так ждем нашу девочку. Уже все и оборудовали, все и для нее сделали. Все купили. И лежаночку, и тарелочки. И сегодня еще игрушки идем с сыном покупать ей. Вот вкусняшки уже купили, потому что мы же ее встретим. Плед приготовили, чтобы ее встретить, сразу на ручки взять, в плед обернуть, чтобы на руках донести до машины, чтобы она не шла по грязному. От всего сердца низкий вам поклон, Ларочка. Вы наша добрая волшебница. Мы ждем нашу девочку. Очень ждем. Я прям сегодня всю ночь не сплю, так волнуюсь. Лишь бы Кэрри росла умненько и схватывала все на лету, пока она находится в шелопопом возрасте. Кэрри, не подведи. Тебя надо воспитывать и кошек не обижать. Ларочка, встретили. Спасибо огромное. Потом все пришлю, напишу. Сейчас несем. Ларочка, спасибо вам огромное за такой чудесный подарок. Все понимаем, что пока будет непросто, пока привыкание. Ну, а хорошая девочка, очень хорошая. Сейчас ее еще в порядок, красоту ей приведут, комбинезон ей купим, и вообще будет все шикарно. Спасибо вам, моя хорошая. Будем вам отправлять наши новости. Еще раз вам огромное спасибо. Первая прогулка утренняя. Моя маленькая. На ум приходит только одно слово – судьба, собачья судьба и ничего другого. Ведь моих других щенков никто не позвал на ПМЖ, и это моя печаль. Неужели у них судьба жить в вольере? Друзья, только вместе мы что-то еще можем вырвать из лап смерти. Одному человеку, даже сильному, не справиться, потому что все завязано на деньги, начиная от ошейника и цепи, заканчивая самолетами, поездами и ежедневными кормами. Только вместе давайте об этом помнить. И очень вас прошу, присмотритесь, пожалуйста, к этим щенкам. Они очень хорошие, просят любви и ласки, а сидеть им приходится в вольере. И надрывно ждать руку человека, авось погладит, сердце сжимается от их глазенок. Это ненормально. Пожалуйста, присмотритесь. И разберите, пожалуйста, их по домам.